Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Тема урока «Семьи большие и маленькие». Сегодня на уроке вы узнаете, что семьи бывают большие и маленькие. Вы научитесь строить высказывания по картинкам, выразительно читать текст, использовать знаки препинания в предложениях. Ой, что это такое? Кто оставил? Я, кажется, догадалась. Это Робика загадки. Отгадайте их. Это слово каждый знает, ни на что не променяет. К цифре 7 добавлю я. Что получится? Семья, правильно. Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная семья. Совершенно верно. Мы сегодня на уроке продолжим разговор о семье. Семьи бывают большие и маленькие. Посмотри на картинку внимательно и скажи, какая это семья, большая или маленькая? Правильно, это большая семья, молодец. А это какая семья? Верно, маленькая семья. Ребята, посмотрите на картинку. Это большая семья, и каждый член семьи выполняет свою работу. Кто что делает? Создай высказывание, используя слова для поддержки. Начнем с бабушки. Бабушка что делает? Вяжет. Дедушка помогает бабушке. Папа читает. Мама кормит. Малыш ест. Девочка пишет. Учимся составлять предложения по картинке. Дополни предложение. Закончил? А теперь проверь себя. Эта семья большая. Дедушка помогает бабушке вязать. Бабушка вяжет. Папа читает. Мама кормит малыша. Малыш ест кашу. Девочка пишет. Мальчик слушает папу. Хорошо, ребята, составлены предложения по картинке. А теперь послушайте внимательно текст. Обратите внимание на правильное произношение слов. Семейный ужин. Вечером вся семья собралась дома. Папа и мама вернулись с работы. Санат и Сания пришли из школы. Они решили приготовить семейный ужин. Санат почистил картошку для пюре. Саня помыла помидоры и огурцы для салата. Мама помыла чайник и заварила свежий чай. Папа взял пылесос и почистил ковер. Когда ужин был готов, семья села за стол. Все были рады видеть друг друга за семейным ужином. Послушал текст? Теперь попробуй текст читать выразительно. Обрати внимание на ударение. Проведем работу над текстом. Санат и Саня пришли со школы. Что они решили сделать? Что делал Санат? Что делала Саня? Подумай и ответь на вопросы. Кто решил приготовить семейный ужин? Что делал Санат? Как помогала Саня? Какой знак стоит в конце предложения? Правильно, в конце предложения стоит вопросительный знак. Проверь свои ответы. Санат и Саня решили приготовить семейный ужин. Санат почистил картошку для пюре. Саня помыла помидоры и огурцы для салата. Какой знак стоит в конце предложения? Правильно, в конце предложения стоит точка. Собери ответ правильно. Какую работу выполняли папа и мама? Здесь
2 предложения. Начните со слов «мама» и «папа». Итак, проверим работу. Папа взял пылесос и почистил ковер. Мама помыла чайник и заварила свежий чай. Я думаю, что у тебя все получилось. Молодец. Вспомни и запомни слова названия родственников. Мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя. Молодец, очень хорошо. Соотнеси диалоги с картинками и подумай, что могут сказать в ответ. Ситуация первая. Помоги мне, пожалуйста, решить задачу. Ситуация вторая. Можно я тебе помогу? Ситуация третья. Спасибо, сынок. Возможно, скажут так. Помоги мне, пожалуйста, решить задачу. Конечно, дочка, помогу с радостью. Можно я тебе помогу? Внучка моя умница, помоги собрать крошки со стола. Спасибо, сынок. Пожалуйста, папа. Хорошо, ребята, продолжим дальше. Думай и рассуждай, какие слова говорят родители своим детям. Радость моя, счастье мое, солнышко мое, душа моя. Как вы думаете, почему говорят «вся семья вместе», так и душа на месте? Молодец, ты прав. Если все члены семьи дома, то близкие спокойны друг за друга. Все рады тому, что вместе смогут рассказать о своих делах. В семье принято заботиться друг о друге, помогать и радоваться вместе. Итак, что такое семья? Предлагаю послушать мнение ваших сверстников о семье. Что такое семья? Семья – это когда все дома. Мама, папа, бабушка, дедушка, сестра и брат. Семья – это когда мы все вместе ездили на море. Семья – это когда очень много человеков, и они все время вместе. Мама как солнышко, хорошая, красивая, папа, братик и я. Семья – это когда мы все вместе едем за грибами или за картошкой. Семья, по мнению социологов, это ячейка общества. Папа у меня вечером лежит на диване, смотрит телевизор, а мама мне вяжет безрукавку. Семья – это когда все друг друга любят дома и всегда ухаживают за друг другом. Мама, папа очень любят своих детей, и дети любят маму и папу. Маму и папу. Маму и папу. Ребята, я думаю, вам понравилось, как рассуждают ваши сверстники. Мы тоже должны учиться этому. У нас все получится. А теперь интересное задание для самостоятельной работы. Какой салат хочешь приготовить на семейный ужин? Выбери овощи для семейного салата. Составь 3 предложения и запиши их в тетрадь. Расставь знаки препинания в предложениях. Наш урок подходит к концу. Пришло время оценить свою работу. Учимся оценивать обучение по дескрипторам. Дорогой обучающийся, если ты научился строить высказывания по картинкам, научился использовать знаки препинания, узнал о ценностях семьи, значит, ты достиг цели обучения. Молодец, умница, так держать. Спасибо за активное участие.
До свидания, до новых встреч!